Мы сегодня выбрали очень интересную тему. Я учусь, знаете, наверное, в Московском государственном психопедагогическом университете. И моя коллега, мы магистранты, Альбина Ходаева. У нас Альбина выступает на многих конференциях, и как раз сегодня интересная тема она предложила. У нас механизмы влияния медиа. Знаете, наверное, то, что у нас медиапространство очень захламлено, чем только, наверное, самым хорошим, плохим, наверное, полезным и не очень и так далее. И сегодня мы хотим поговорить на эту тему, и вот Альбина, специалист в этом, как раз хочет вас предостеречь или как-то как раз-таки, чтобы вы не попадались на уловки. Меня зовут Альбина, я кризисный психолог, руководитель проекта о вербовке. Вообще в целом у меня в кейсе есть подростки, которые попадают под деструктивное влияние. Сегодня я постараюсь вам рассказать, как это делается в СМИ. Мы с вами разберем. Вообще в целом разберем, как, например, с помощью СМИ на нас влияют. Кто-нибудь знает последнюю вот эту новость, когда принимали закон о вейпах? Запрет продажи вейпов подросткам. Молодец. А вообще любая новость, которая идет вам через СМИ, всегда заходит в 3 волны. Сначала нам будут рассказывать, как это плохо, как это влияет на здоровье. Если мы говорим про детей, то детей, как это взрывается в карманах, как это всевозможными там историями про то, что легкие в дырках и так далее, и так далее. А после этого эксперты, допустим, врачи, начинают комментировать СМИ, 2-я волна, о том, что нужно с этим сделать. Нужно запретить, в основном, зачастую, всегда про запрет идет. И 3-я волна всегда идет про то, что Государственная Дума принимает закон. Да, совершенно верно. И, например, вот если мы сегодня с вами рассмотрим, видно кому-то, первые ряды, наверное, видят, всегда очень важно, например, отвлечь внимание, насытить полностью информационную повестку чем-то плохим. Как в случае с вейпами, максимально насытить тем, что дети болеют, дети там в руках у них что-то взрывается и так далее. Создание проблемы, предложение решений. Вот эту презу, если что, Гульнара вам скинет, имейте в виду, вы сможете ее посмотреть поближе. Очень важно, что, например, используется способ постепенного применения, когда не сразу запрещают, а, допустим, используют такую историю, что этапами. Сначала запрет, допустим, продажи вейпов детям до 16 лет, после этого до 18 лет. Сейчас, например, в осеннюю сессию Госдума примет, что полный запрет продажи вейпов вообще в России. Также, например, видели такую историю, что отсрочка исполнения. Обычно это используется с налогами. Когда сначала говорят, что, допустим, все, мы принимаем такие-то налоги, или, например, закрываем, может, слышали по законопроектам, что мы, конечно, все по законопроектам с вами ходим, например, закрывают там дачную амнистию такую, так называемую, каждый год ее продлевают, тем самым тоже набирают баллы для, так сказать, правительства и власти, показывая, что все-таки эта тема чуть-чуть будет попозже. Скажите, как вы считаете, какая информация больше всего доносится до людей? Точнее, как она доносится? Сложно или просто? Если негатив, то просто. Просто. Как раз очень верно, что всю информацию стараются донести как малым детям. Это тоже один из способов манипуляции СМИ. Это как раз мы разбираем 10 способов по Хомскому. И обращаться к народу как к малым детям. Все сложное максимально переупаковывается в простое. Плюс, как вы считаете, если это будет эмоционально, например, если мы с вами вспомним историю про Крокус Сити Холл, когда случается большая трагедия, и когда хочется, чтобы люди от нее отвлеклись, начинают пробрасывать такие, знаете, историю про молодых парней, которые спасали людей, вытаскивали которые волонтерами были, их начинают рассказывать про их жизнь, еще что-то такое эмоционально максимально. Или, может, помните, в Крыму выкинули котенка. Не помнит кто-нибудь такую историю? Помните, да?
И как долго, вот подскажите, пожалуйста, девушка, которая мне кивает, как долго вообще вот эту историю с котенком в СМИ обсасывали? Если так можно? Совершенно верно. Там, если кто эту историю не видел, мужчина гулял на Ласточкином гнезде, это такое самое популярное место в Крыму, и просто вышвыривает котенка со скалы. И максимально это начинают накручивать, но если вы с вами вспомним вообще, в какой период это проходило ровно в момент, когда у Российской Федерации немножко по СВО проблемы были, и как раз вот это нерешаемо. Нужно было перенести взгляд, например, населения на что-то другое. Поэтому вот у нас следующий, шестой способ манипуляции – это делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на размышления. Потому что всегда вот это все, что связано со страхами, все, что связано с тревогой, вот это все всегда будет использоваться как манипуляция в СМИ. Удержать людей в невежестве, культивируя посредственность. Это вот тоже тот же тезис, который мы с вами разбирали, о том, что максимально просто и максимально, знаете, давать поверхностную информацию, заголовками. Если мы, например, разбираем «Комсомольскую правду», которая чисто заголовками вас будет бомбить, а, например, внутри совсем вообще про другое, или даже если вы уже вглубь будете идти, вот я как кризисный психолог всегда говорю о том, что очень важно критическое мышление во всей этой истории. Мы сегодня с вами тоже это разберем, что когда только вы получаете информацию, очень важно вообще читать даже разные источники, потому что мы все понимаем, что каждый пишет так, как ему выгодно. Как вы считаете, опять же, если мы разберем вот Крокус Сити Холл, много ли людей вы видели, которые пошли на утро после трагедии сдавать кровь? Но вот именно в СМИ полностью массировалось 2 дня подряд о том, что вроде бы, понимаете, если мы с вами полностью разберем структуру крови, здесь, по-моему, есть медики, меня поддержат, я не вижу, где-то был медик, да, вот он. Когда человек приходит и сдает кровь, допустим, неподготовленно, вот как случилось с Крокусом на утро, там все почти кто-то пошел сдавать, его кровь сразу не используется, потому что должны пройти этапы. И зачастую кровь вот эта не нужна. Но когда СМИ показывают о том, что на следующий день люди сплотились и пошли куда-то сдавать, это вот как раз чуть-чуть отвлечь вот эту историю, например, от тревожной истории про Крокус Сити Холл, допустим, да, как про теракт, чуть-чуть в такую вину. Все стоят там, сдают кровь, я сижу дома. Вот поэтому, когда вы видите, что сильно что-то вот так передергивается в сторону вины, это тоже как определенная манипуляция идет, как формировать чувство вины в данном случае. Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. Видели, наверное, вот эти все возможные циомовские такие, так сказать, процентные истории, когда вам рассказывают, что, например, россияне выбирают, допустим, я не знаю, оливье или крабовый салат, или еще что-то. И вот когда в СМИ это тоже максимально накидывается, тоже, например, люди думают, что если все выбирали, там, грубо говоря, оливье, а что у меня, например, за выбор? Вот это тоже навязывание через всевозможные рейтинги, всевозможные там опросы и так далее. Формирование информационной повестки, кто решает, что важно. Как считаете, роль государства влияет на то, что идет в СМИ? Естественно. А роль каких-нибудь крупных игроков рынка, например, Газпром Медиа или там еще ряд СМИ, которые поддерживаются другими государствами? Тем более. Совершенно верно. Если мы с вами вообще говорим про формирование информационной повестки, это процесс, когда СМИ, государственные органы, корпорации становятся именно таким важным определением того, что будет, например, читаться, о чем будет говориться, о чем будет рассказываться и так далее. Есть также влияние элиты заинтересованных групп. Конечно, в России после начала СВО этого стало меньше, как бы подчистились все возможные такие и СМИ,
кавычках свободные, оппозиционные и так далее. Ну, как бы всю эту историю сейчас как бы более-менее прикрыли. Если смотреть историю до 2019 года, тогда было прям жестко посмотреть. Можно было, что определенные, допустим, журналы, газеты писали, если что-то случалось, что определенная национальность это сделала, либо определенные структуры, как бы сильно нагнетали. Вообще информационное нагнетание через национализм, вот тоже мы сегодня с вами будем разбирать, это один из способов манипуляции и разобщения общества, когда начинают делить на нации, когда, например, начинают писать о том, что определенная национальная группа, допустим, в случае с Крокусом или определенными терактами напала, как бы сейчас даже принят законопроект, когда не пишут, что те или иные национальности это сделали. Это тоже в одно время было влиянием элит для того, чтобы подорвать вот этот конституционный строй в России. Ну и не только в России, мы знаем очень много и цветных революций происходили там в СНГ, когда тоже эту всю историю использовали. В Африке тоже везде. Да, кстати, вот. Ну, это вот, честно говоря, все манипуляции идут по определенным методичкам уже, наверное, с 60-х годов. Потому что ничего не меняется. Сейчас даже почему проще сейчас сделать? У всех телефоны в руках. Если раньше нужно было напечатать газету, снять сюжет и включить телевизор, как бы очень сложно было дойти до умов, до глаз. Сейчас очень быстро, реально можно, да, вот. Все телефоны в руках, телеграм-канал, вы можете говорить, что вы не смотрите телевизор, но все равно где-то вы эту информацию будете слышать и как-то под нее попадать. Фрейминг, как СМИ упаковывают реальность. СМИ не просто сообщают факты, а именно так упаковывают, чтобы было не то что интересно, выгодно подать. Если мы с вами, допустим, разберем такую историю из последнего контекста, просто я в 2 года уже отписалась от всех новостных каналов. Кто-то вообще подписан на какие-то телеграм-каналы новостные? Поднимите руки. Я на все подписан. Все подписаны. А телевизор кто смотрит? Прям новости. Красавцы. А кто читает газеты? В метро, может, вот эту, которую раздают? Нет? Иногда. Очень здорово, что вы максимально как бы включены в информационную повестку. Но вот я как психолог хочу сказать, что, знаете, есть даже такая поговорка: утро лучше не начинать с новостей. И вообще в дальнейшем, как только вы определите свое направление в жизни, допустим, если вы выбрали там медицину, литературу, психологию, лучше читать именно профильные истории, потому что всевозможное вот это, когда вас через информационный канал, я не знаю, там РИА, База или еще какая-то такая история, просто вот на какие каналы в основном подписаны? Я Кремлин. Кремлин Путин? Кремлин Путин. Кремлин Пу. Ага. А не Зыгорь какой-нибудь? Это ты. Есть, я увидела руку. А раньше всех вот это какой-нибудь такой есть еще канал, да? Но вот эти все каналы, да, это круто, но если у вас есть параллельно еще какие-то каналы, например, если вы читаете условный Кремлин Пул и не читаете, допустим, ВЧК УГПУ, который, в кавычках мы сейчас назовем, стал иноагентом, всегда очень важно разные варианты читать. Но опять же, если вы это читаете для чего? Если вы учитесь там на политолога или работаете где-то в этих структурах, то да, конечно же нужно. Но всегда будем стараться очень в правильном такой истории, например, разберем на терактах. Почему мы теракты разбираем? Всегда видно, как информация идет. Например, если мы разберем Крокус Сити Холл, последнюю историю, вспомните, пожалуйста, как быстро вы узнали про то, что случилось? Пару минут. Совершенно верно. А как часто выходили новости? Каждую минуту. Да. А можно ли сказать, что, например, Крокус Сити Холл был максимально дозирован в информации? А в официальных источниках? Передозирован, я бы сказал так. Совершенно верно. Очень важно, что в такие моменты, вообще вот с такими огромными там историями, так, например, «Зимняя вишня», может, кто-то помнит, когда горел торговый центр и дети были заперты в кинотеатре. Вот именно с «Зимней вишни» и началось максимальное такое продавливание в информационном поле на эмоции людей, когда людям вменяли то, что, допустим, уже там не 100 детей горит, а 300, что уже в моргах нет места и так далее, и так далее, и так далее. И вот это максимально накручивали эмоционально людей,
что люди тогда выходили и перекрывали вообще дороги в этом городе. И как бы для того, чтобы успокоить Кемерово, туда выехал президент России, как бы, чтобы максимально как-то урегулировать этот конфликт. Это вот до такой степени там нагнетают всю эту историю. Поэтому как только вы поймете, куда вам вообще двигаться, мы дальше с вами тоже это разберем. Вы, может, слышали, в последнее время вместо взрывов используют слово «хлопок». Это вот как раз про вот эту историю, что эмоционально окрашенные слова, например, герой против террорист, формируют отношение к событиям и к людям. И тон речи, позитивный или негативный, также влияет на восприятие ситуации. Все будет использовано так, чтобы вывести на эмоции. Метафоры и образы, как вы считаете, часто ли это используется? Ну, например, как выражение «холодная война» или «война с террором». Всегда. Всегда использовать. Как только вы услышите какие-то такие яркие, какие-то даже максимально такие образные, сильные эмоции, имейте в виду, что это как раз одна из 10 манипуляций в СМИ. Плюс групповая идентификация, использование риторики, которая делит людей своих и на чужих. Мы тоже с вами это сегодня разобрали по типу национальности. Всегда это тоже будет использоваться. Что вообще с визуальным контентом? Образы и символы влияния через зрительный образ. Здесь, конечно, мы с вами тоже понимаем, что есть фотографии, цвета и деталь. Например, красный цвет, как вы считаете, про что это? Совершенно верно. Красный это символизирует опасность или тревогу. Голубой, как считаете, что это? Спокойствие. Совершенно верно. Даже о том, как расположены объекты на картинке, это тоже одна из психологических таких манипуляций. Всем смотреть СМИ на нескольких языках. Сейчас есть очень хороший инструмент, это вот этот переводчики. Почему? Потому что вот, в каждой точке, либо в стране или регион, то есть вот кто выпускает СМИ, это одни и те же люди, в источнике. Суть, политика одна и та же. Поэтому, чтобы улавливать золотую середину, то читайте, например, как я делаю там, что пишут на Западе, что пишут в Китае, или что говорят. Смотрите, и уже сможете понимать, где правда, и где как бы... Məhəbbət məhəbbətindir, toylarına qoymadı, Allah'ın sağlığında üzülüb sürgər yandı. Kollarına koşdu sandılar, minanı ziliməni, sandılaş kərədə kürgəlgə, jırlamı küzünməni. Sandılaş köyde kürgəlgə, jırlamı Sinemi gülmək malısıyım, sarıqdırım yaradan diyemək birgə, səfər sarıyım Başlarına işitmeyi, yerinde varmalarına, kamşılar beni sır, şavraklar yağlanlar, kollarına açtı sandılar, minanet bilmedi, sandılar geride kürgəlgə, jırlamı küzünmedi, sandılar
Тормышта кайгыга ал кояш булып минем бакыт күгеңне капласа болытлар мин сине гомер буена ышыклап барырмын җилләрдә өзелсә барасы юллары күрермен мин күпергеләрдә üzülse barası yolları Görürüm min küpürgülerde Çalışın kursam da uftanma Yaz ile de gider ömür şulay güzel Uftanma, uftanma, uftanma Yaz ile de gider ömür şulay güzel Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma gitsin uzun ömrün Uynat gülüp gene uzmagan Silmana, silmana Ak belki zor şarkı Yaktı ki elini uzmana Silmana, silmana Ak belki zor şarkı Yaktı ki elini uzmana Uftanma ömürler yaz gibi güdeli Çalışasın kursam da uftanma Yaz ile de gider ömür şulay öter Uftanma, uftanma, uftanma Yaz ile de gider ömür şulay öter Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, uftanma, uftanma Aktı taşı, aktı yarısı arzuları Şuldur indi yazılı şaşıp yarsuları Aktı bizning qor üstünde salgan izler Aktı yılab iken birge salgan izler Sinine ağlaşlarım Sinine sağışlarım Sinine şarlı gider Yuvaltım tabışlarım Sinine